Дональд Трамп, возможно, нашел формулу успеха, которая в 2020 году сделает его второй срок реальностью, а демократы, похоже, теряют популярность. Козырем в его новой игре стала борьба за «свободную Америку» и против социалистов. Его выступление в Конгрессе, где он призвал партии объединиться, чтобы раскрыть невероятные возможности американского будущего, одобрили более 70% зрителей. Если опросы в эфире CNN и CBS не врут, то Дональд Трамп, возможно, нашел формулу успеха, которая в 2020 году сделает его второй срок реальностью. Как сообщают оба телеканала, его обращение к Конгрессу было встречено с одобрением 76% от общей массы зрителей, а также 97% республиканцев, 82% беспартийных и 30% демократов. %, согласились с планами президента по обеспечению безопасности на границе с Мексикой. Трамп не только демонстрировал непримиримость, защищая свою стену. Он, казалось, наслаждался ростом радикализма демократов по двум критически важным вопросам, которые многие из них поднимают с момента триумфа на промежуточных выборах в 2018 году, аборты по требованию, вплоть до момента рождения, а также социализм за счет богатых. Здесь, в Соединенных Штатах, нас тревожат новые призывы ввести в нашей стране социализм, громыхал Трамп. В основе американского государства лежат свобода и независимость, а не на государственное принуждение, господство и контроль. Мы рождены свободными и останемся свободными. Овации республиканцев были бурными, молчание демократов – показательным. Все понятно. Ибо, так же как и в 1972 году, когда Никсон был триумфально переизбран на второй срок, демократы, похоже, теряют популярность вместе со своим макговернизмом. Александрия Окасио-Кортис, новичок-сенсация из фракции Нэнси Пелоси в Палате представителей, призвала поднять ставку подоходного налога до 70%. Поскольку в Калифорнии и Нью-Йорке есть региональные и местные налоги в размере 12%, которые больше не вычитаются из федеральных, их наиболее успешным жителям, возможно, придется отдавать в виде налогов 4/5 своего ежегодного дохода. Некоторые демократы призывали к федеральной налоговой ставке в размере 80%. Жителям Нью-Йорка,
которые зарабатывают 1 миллион долларов в год, разрешат хранить менее 10 центов с каждого заработанного ими доллара. Сандерс обложил бы 45% налогом все имущество стоимостью более 3,5 миллиона долларов, а имущество в более чем 1 миллиард – 77%. Сенатор Элизабет Уоррен предложила ежегодно уплачивать налог в размере 2% от величины состояния людей, чьи капиталы превышают 50 миллионов долларов, и в размере 3% от всего богатства каждого миллиардера. Для ее потенциального конкурента в президентской гонке, экс-мэра Майка Блумберга, чей Нью-Йорк переживает исход богатых людей в штаты солнечного пояса, идеи Уоррен представляют собой образец глупости, в основе которой лежит жадность. Блумберг сказал: «Если вы хотите посмотреть на систему, которая не является капиталистической, просто взгляните на то, что, возможно, было самой богатой страной в мире». Сегодня люди там умирают от голода. Эта страна называется Венесуэла. Демократы также выступают за Medicare, национальная программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше, ПРИМ. Перев. Для всех. Отвечая на вопрос о том, как частные медицинские компании, которые в настоящее время обслуживают 177 миллионов человек, будут выживать в ее системе здравоохранения, сенатор Камала Харрис ответила, не скрывая своей пренебрежительности: «Давайте все это ликвидируем». Давайте двигаться дальше, имея в виду их радость по поводу того, что губернатор Эндрю Куомо законодательно гарантировал право на аборт в третьем триместре, Трамп заявил: законодатели в Нью-Йорке с восторгом приветствовали принятие закона, который позволяет вырвать ребенка из утробы матери за несколько мгновений до рождения. Это живые, чувствующие, красивые малыши, которые никогда не получат шанс поделиться с миром своей любовью и мечтами. А еще у нас был случай с губернатором Вирджинии, когда он заявил, что готов убить ребенка уже после его рождения. Чтобы защитить достоинство каждого человека, я прошу Конгресс принять закон, запрещающий аборты на поздних сроках беременности, когда находящиеся в утробе матери дети уже могут испытывать боль. Давайте работать сообща, чтобы создать культуру, которая дорожит невинными жизнями. И давайте подтвердим фундаментальную истину: все дети, рожденные и нерожденные, созданы по образу и подобию Божию. Демократы теряют рассудок. Только 13% американцев верят в возможность прерывания беременности на сроках вплоть до 9-го месяца.
В каких штатах побеждают сторонники детоубийства и социализма? В штате Вирджиния, в котором проживает автор этого материала, отставки губернатора-демократа Ральфа Нортама требуют его местные и столичные однопартийцы. Дело в том, что 35 лет назад он надел маску, изображающую чернокожего человека, когда пытался повторить фирменный танец Майкла Джексона. Вице-губернатор от демократов Джастин Фэрфакс, чьи предки были рабами на плантации лорда Фэрфакса во время войны за независимость, был обвинен в изнасиловании молодой женщины на съезде партии в 2004 году. Следующий в очереди за губернатором, генеральный прокурор штата, тоже демократ. Он только что признался, что носил маску чернокожего, когда учился в школе. А сенатор Элизабет Уоррен, как пишет «Вашингтон-Пост», в 1986 году в регистрационной карточке штата Техас назвала американских индейцев своей расой. Тем не менее, если сопоставить ее ДНК и ДНК вождя Чероки, станет ясно, что она не одна из них.